Я очень сильно чувствовал разбитость, дно из дна, короче. Чтобы жить в Москве и иметь хотя бы средний уровень, это от миллиона. Годовые обороты больше миллиарда, производство в Киргизии, поставка по всей России. Да, я начинал с Якутска, естественно, да, и с розничного бизнеса. Без складского запаса, без офлайн-точки, только доставка. Будучи студентом, я все время читал бизнес-литературу. Мне кажется, что эта книга вообще библия для предпринимателей. Он такой, что 5000? Какие 5000? Почему у некоторых получается, короче, у некоторых нет? Отступать нельзя. Обидно, когда я в свои 30, что я делаю, там, пятерку, например. А вот ребята, которые по 23, по 22, они делают там и 7, и 8. Потолок якутского бизнеса. Ну и потолок и в деньгах, и в мышлении. Бух! Короче, у него глаза такие. Мы там потеряли где-то 20 минут где-то. Что-то не получается, то Максим Кремер, Хаир, короче. Мотивация номер. О, короче, сохраняем. За республику, давайте за республику. Всем привет! Это YouTube подкаст Focus Pro. Мы консалтинговый центр, который помогает развитию бизнеса с помощью управления маркетингом, персоналом и финансами. При этом мы решили сейчас усилить YouTube подкасты. Почему? Потому что иногда предпринимателю недостаточно что-то усилять по бизнес-процессам. Есть очень много других моментов, как мышление, психология, лидерство, партнерство, новое видение, окружение. Очень много таких тонких моментов, которые сложно консультанту, либо же предпринимателю быстро научиться и понять. И поэтому мы решили приглашать конкретных предпринимателей, у которых это получается, из года в год они растут, и которые поделятся своим конкретным опытом, как они мыслят, как они поступают в разных ситуациях. Мы сегодня будем общаться на русском, потому что я хочу сахалы, но я сахалы бизнесовые термины не умею адаптировать под якутский язык, поэтому будет слишком искусственно. И при этом мы хотим, чтобы было больше просмотров не из Якутии, по России, из СНГ. Тем более Максима очень многие знают, ведущие эксперты, предприниматели по ВБ в Москве и по СНГ. Поэтому, мне кажется, для них тоже будет полезно. Поэтому цель, чтобы было больше охвата. И сегодня мы пригласили Максима. Максим мой хороший знакомый, и у нас много общих друзей. Буквально вчера мы рыбачили, и вчера много мыслей было про развитие бизнеса, то есть много неформальных общений, и мы решили также пригласить Максима именно просто в неформальной обстановке обсудить и поговорить. И уверен, многим будет полезно, потому что человек быстрый, способный, и мне кажется, огромному количеству предпринимателей будет классно хотя бы долю мыслей Максима понять, применить и реализовывать. Максим, привет. Привет. Максим последние 3 года работает по Wildberries, несколько у него брендов, и обороты больше миллиарда. Годовые обороты больше миллиарда, производство в Киргизии, поставка по всей России и СНГ. СНГ, и команда где-то 100 человек. Плюс, да, 100 плюс. Вот для понимания, 100 человек — это буквально с нуля за 3 года. Вот и человек, то есть, сделал с нуля за 3 года огромную команду бизнес. И при этом я удивляюсь Максиму каждый раз, когда общаюсь, как он быстро новые гипотезы придумывает, и потом, когда через полгода общаешься, он уже применил и уже переформатировал уже по-другому. Допустим, я так быстро не думаю, то есть я долго думаю, полгода, потом полгода внедряю. И человек реально очень быстро новые стратегии применяет и быстро корректирует. И, для меня это пока, как сказать, сложно, И поэтому вот мы пригласили Максима вот именно понять его мышление. Вот я вкратце представил, вот также можешь вкратце, буквально 3-5 минут, рассказать свой путь от с самого начала бизнеса, наверное, там со студенчества, да, и по текущий момент, чтобы люди вообще в контексте были. Уложить в 3 минуты это будет достаточно сложно, да, потому что путь мой начинался с 22 лет. Да, я начинал с Якутска, естественно, с розничного бизнеса. Это продуктовые магазины. Продуктовый, да? Да, продуктовый. Открыл я в КТФ. Это первая точка была. Квадратов 6. КТФ — это университет был? Университет, это на 1-м этаже. Я ушел из стоматологического бизнеса, то есть я там работал в найме.
Вот. Я сам по образованию стоматолог. Да. Стоматолог. Разные бизнесы пробовал, хостелы пробовал, аренды машины там туда-сюда, бытовой химией занимался. А ты в Москве учился, да? Нет, я учился в Якутске. Ну, в Якутске что-то не получалось вообще никак. Ну, что-то получалось, что-то не получалось. И потом я переехал в Москву, и оттуда уже начал продавать одежду на якутский рынок опять-таки. Да, не смог так быстро отойти с Якутска на Москву, да, переключиться. Продавали довольно успешно, имея там несколько инстаграм-магазинов. Очень большие объемы были в то время. Но это в среднем выручка по месяцу там, в районе 12 миллионов. Это чисто на Якутск. И без офлайн точки? Без офлайн точки, да. Чисто курьер. Вот чисто пункт самовоза и курьеры. То есть это без складского запаса, без офлайн точки? Вообще, да. Только доставка? Только доставка, да. Вот, ну, в то время еще не было так актуально вот байерская тема. Тут в Якутске же очень много брендов не было в то время, которые были в Москве. Ну, в то время еще были там и Zara, и H&M. Таких крупных каких-то брендов здесь не было, и мы возили эти бренды. Но проблема была в том, что как бы Инстаграм, он не масштабируется. Да? То есть у меня было 4 менеджера, которые отвечали только на сообщения в WhatsApp. Обрабатывали, делали возвраты, обмены, следили за доставками, статусы. Это все вручную все делалось. Я очень долго думал, как масштабировать этот Инстаграм направление, да? И решил сделать сайт. Сайт должен быть таким системным. Да? И это нужно было привязать к 1С. Это сколько лет назад? Это года 4. Да, 4 года назад. Вот. И это нужно складской запас обязательно иметь. А для складского запаса, чтобы сделать такие обороты, это, ну, как минимум, наверное, 20 миллионов нужно иметь. И очень долго ломал голову, как это сделать. И потом тут Wildberries появился, который решил практически все проблемы. Ну и отсюда начался весь путь. Ну, вот вкратце. Как-то слишком вкратце. У Максима есть суперспособность, ну, как мне кажется, со стороны, да? Это уметь делать много продаж и маркетинговых действий. Вот я, честно, ни разу не видел, чтобы в Якутске у кого-то получалось за неделю 40 тысяч посещений Нельзяграмма. С Инстаграма. Ну, Нельзяграмм у нас сейчас в стране. То есть в 40 тысяч посещений стабильно еженедельно. Это вообще... Ну, я видел только охваты такие, а посещения там максимум 10 тысяч я видел, чтобы это было стабильно. Да, ну, это с одного аккаунта. И даже один аккаунт. А там было 5 аккаунтов разных. Ну, вот это в пике. Как бы, да, мы очень долго держали этот уровень. Я очень сильно был зациклен на цифры. Потому что, зная, без цифр ты просто как бы слепой. И контролируя цифры, все строится на цифрах. Анализы той крови, цифры. А чуть отклонение, это уже сразу какое-то заболевание, например. Да? И бизнес тоже так же абсолютно. Если, допустим, сколько у тебя в день клиентов проходит мимо твоего магазина? Вот сколько? Считали когда-нибудь? Как бы это нужно тоже считать, да. Если проходит 1000, и из 1000 зашло, например, там 15 человек, то что-то так не так с твоей витриной. Нужно поработать с визуализацией, там, допустим, твоего магазина. И даже в офлайне это все можно посчитать, оцифровать полностью. Я также считал Инстаграм, и мы работали с девочками, как увеличить и удерживать этот трафик. Потому что именно вот заходы, 40 тысяч заходов нам давали с одного аккаунта, да, там давали 6 миллионов в месяц. И если эта цифра падает, и, соответственно, выручка тоже падает. А вот ты в то время, чтобы... Ну, для меня вообще непонятно, как сделать 40 тысяч посещений. В то время ты этому специально у кого-то обучался, либо просто сам как-то анализировал, либо кто-то советовал? Нет, я нанимал крутых ребят в своей сфере. Это были не просто девочки, которые вот курировали эти инстаграм-магазины, это были блогеры своего рода. Из Якутска? Из Якутска, да. И вполне популярные блогеры, которые на пике были. Да. И, конечно же, там людям интересно, чем они занимаются, и они постоянно привлекают трафик. У них есть свой круг общения, которые могут делать какие-то рекламные посты, например. Они, то есть, чуть-чуть с мышлением СММщика и маркетолога. И мы совместно с ними придумываем стратегии и придумываем какие-то гипотезы для того, чтобы поддерживать такой уровень трафика в Инстаграме. В Якутске у меня не получилось. Здесь я ушел немножко в минус. В Москву я прилетел с 5000
в кармане. Максим, вот объясни, вот сейчас для понимания будет интересно. В Якутске у тебя получалось сделать какого уровня бизнес и команду, например? Чистая прибыль 1 300 000 или там команда 5 человек, 10 человек? Команда, максимально в 50, наверное, человек. 50 человек? Да. И сколько в чистыми получалось, в среднем? Где-то, наверное, в районе 3 миллионов. Ага, в среднем получалось. Да. И вот у него это в Якутске получалось, и потом он переехал в Москву и сейчас расскажет историю. Да. Вот это для понимания контекста, короче. В общем, я полетел. Почему с 5000? Потому что у меня была огромная дебиторка в Якутске, которые должны были бы мне отправить. И были тендера, там, и госзаказы. В общем, они должны были в течение какого-то времени отправить. Я с 3 друзьями вылетаю в Москву. И сразу, кстати, мы купили тренинг «Бизнес-молодость» опять-таки. Да? И через 4 дня буквально там должен был быть начаться этот тренинг. В общем, мы вылетаем, и я вот с партнером с одним, и один наш еще общий друг. Друг наш спрашивает, какой у вас там бюджет по Москве? У друга, соседа спрашивает, сосед говорит, не знаю, вот у нас вот Макс ответственный по деньгам, сколько у нас денег на Москву, говорит. Я говорю, 5000? А тут поворачивается, он сказал 5000, он такой, что, 5000, какие 5000? Это уже в самолете, да? Да, уже в самолете, блин. Такой, в те времена вообще вот рискованные такие движения были. Потом этот сосед нам занял там 25 000, условно, на неделю. Мы там немножко, он потусил и улетел. Мы там вдвоем остались. Потом мы очень долгое время жили в хостеле, бизнес-тренинг начался, у нас ничего не получилось запустить. Что-то получалось, что-то не получалось, но в большей степени не получалось. Деньги заканчивались, партнер стрессанул и улетел. Вот. Я остался, но я говорил себе, обещал себе, опять-таки по мышлению, вот по книге Наполеона Хилла, то, что отступать нельзя. Отступать нельзя. Отступать. Да. Либо ты делаешь, либо делаешь. Второго варианта нет. Если ты ставишь второй вариант, если получится, слово «если», да, это означает заранее проигрышный. Значит, ты готов проиграть. У меня был такой принцип, либо получится, либо получится. Я с таким принципом улетел в Москву. А еще тогда специально оставил трудовую книжку, чтобы не устраиваться на работу. Вот. И он улетел, я остался, и я сказал себе, вот только получится, и все. И если будет такое, что я буду жить на улице, мне будет пофиг, я все равно буду жить на улице, но я останусь. В итоге деньги реально закончились, потом я начал продавать свой телефон, потом продал ноутбук, все вот эти вот вещи начал продавать, чтобы там покрывать аренду квартиры. У меня тогда вообще опыта не так много было, недостаточно было, чтобы быстро стартануть как-то, да. Вот. Деньги реально начали заканчиваться, уже все перепродал. Деревяшка осталась, Android, и решил устроиться. Все-таки. Я сначала ходил по стоматологическим клиникам, в итоге и никто не принял без трудовой книжки. Окей, ладно. В то время еще не было никаких доставок. Это 14-15 год. 15 год, да. Ни Delivery, ни Яндекс.Еда, там вообще ничего не было. Был только вот достависта, это курьерская доставка. Это как индрайвер, только ты пеший курьер. Либо даже самокатов тогда не было особо развито. Сейчас там в Москве все на самокатах и на скоростных велосипедах ездят курьеры. И был пешкарики. Вот 2 платформы, которые позволяют заработать в моменте. И первый заказ на 500 рублей. Я очень сильно чувствовал разбитость, депрессуху дикую, потому что работать за косарь в день — это вообще очень... Вообще, для понимания еще раз, человек зарабатывал 3 миллиона в месяц, да. 50 человек коллектив, и потом... Да. Это насколько, блин... я вообще, понимаю, насколько стрессово. Это вообще стресс, дикий стресс, это дно из дна, короче. У меня не было выбора, да, просто делать доску визуализации. Потому что эта доска позволяла жить в той реальности, которой я хотел. Это реальность, в которой я вообще страдаю. И у меня тупо нет выбора. Да, и я делаю доску... Я, доставил документ в Москву-Сити. И там были журналы, там стоят, в банке. Я говорю, это журнал бесплатный? Они такие, да, можете забирать. Я взял журнал. Денег же не было, журнал там покупать и потом его вырезать еще, да. Из этого журнала я наклепил все желания, которые я хотел. И потом все-таки взял и распечатал фотографии, и там тоже наклеил. Я хотел ходить в кроссфит, в то время кроссфит очень популярный был. Хотел бизнес-молодость, самую дорогую, там в то время программа была МЗС, 1 000 000 за 100.
да, то есть ты оплачиваешь 400 тысяч, это самая дорогая программа, 400 тысяч, окружение там же тоже соответствующее. Эту же штуку тоже расклеил туда, на доску, и начал каждый день визуализировать. А то есть визуализировать это просто смотришь или как? Нет, да, думаешь, как будто это уже случилось. Как будто ты уже в тусовке там из МЗСов в бизнес-молодости, ты уже как будто в тусовке. Я думал просто нарисовать и все. Да. Ну, ты представляешь, что ты в этом будущем. Что потом случилось? У меня друг Анатолий, он говорит: Макс, ты же переехал в Москву, я остановлюсь, да, у тебя на пару дней, можно говорить? Я снимал комнату в квартире, там трехкомнатная квартира, и там 3 соседа у меня. Я думаю, ладно, у меня там кресло-кровать и диван один. Я на диване, он на кресле-кровати. Ладно, короче, окей. И ремонт там просто ужасный. Я говорю, ладно, окей, там через сколько будешь? Ну, через 4 дня. Хорошо. Через 2 недели, говорит. Я такой, хорошо, ладно. Проходит время, я снимаю эту доску. Мне же, наверное, стыдно как-то, наверное, то, что он придет и говорит, что за херня, братан? Это же близкий друг был, да, и не было выбора, пришлось рассказать, как есть, что я работаю курьером. То есть никто не знал, что... Да, вообще никто не знал. Я никому не говорил, чтобы там не падать лицом и так далее, да. Вот. Я снял эту доску, выкинул его, и все. Также начинаю работать. Я когда работаю курьером, параллельно еще делаю инвестиционный план, бизнес-план. У меня был один проект в то время. Откуда ни возьмись, через неделю мне стучится в Инстаграме один парень из Питера. Там же много ботов в Инстаграме. Привет, что, как дела? Пишет, да? Занимаюсь инвестициями и так далее. Я подумал, что это какой-то бот или опять какой-то спам. Хочу его заблокировать, потому что меня бесит. Я чуть-чуть перфекционист, да, и там, когда появляется сообщение или запрос, хочется стереть. Вот. Думаю, заблокировать? Ладно, короче, посмотрю. Терять нечего. Я говорю, здорово, я тоже в Москве. Начинаем общаться. Потом заобщались, а я захожу в профиль, а у него там в шапке профиль инвестор, криптовалюта. Мне такая мысль, а что если я ему сейчас представлю этот инвестиционный проект? Терять же нечего. Представляю, ему понравилось, он через 3 дня закидывает 1,5 мульта на этот проект. Это же было в товарный бизнес через Авито или там Озон, да? Ну, можно так сказать, да, через Авито. Да, я этот бизнес-проект показывал, и это довольно сезонный проект был. Для него это зашло как проект. Почему? Потому что быстрая окупаемость. Вот. Засунул, быстро деньги получил там через 2-3 месяца. И шок, когда этот человек без договора, без ничего, просто на устной основе, мы с ним созвонились по скайпу, да, в то время еще и зума не было. Вот по скайпу созвонились, он посмотрел проект, все доверился, он говорит, пока вышли 500 тысяч, а потом миллионы уже при встрече. Круто, он отправил 500, и я начал заниматься товарным бизнесом с Авито. Все закрутилось, завертелось, все окупилось, я деньги ему вернул, остался доволен. Ну, там, конечно, небольшая прибыль была, но тем не менее, да. Потом прилетает, значит, мой друг, и он смотрит комнату. Ты здесь живешь? У тебя же все было хорошо, говорит. Ну, вот так. Он меня перевез потом к себе домой. Это, кажется, у него там в Балашихе была квартира. Говорит, здесь поживи пока, все нормально будет. Поддержал, мы там потусили по Москве. И потом, когда все это, как только я окупился, там все дела, да, мы с ним сидим в ресторане, кушаем. 85-й этаж, этот ОКО, Москвы-Сити. Я вот смотрю, такой, какие-то знакомые люстры. Где-то я эти люстры видел. Где я это видел? Кушаем. Потом вспоминаю, что это в доске желаний было. Потому что это же журнал про жизнь Москвы-Сити. И там рассказывали про ресторан как раз таки русский. Там, где мы сидели. И эти же люстры там были. Я такой, охренеть. Пипец, как так-то? Это вот после карты желаний через сколько месяцев? Или? Ну, я вот сделал, и где-то месяц повизуализировал. Потом он сказал, что приедет через 2-3 недели. Я выкинул, через 2 недели сделал оборот, и уже более-менее я уже в хорошем таком положении. Условно в 3 месяца? Да, примерно так. То есть, еще раз для понимания, человек работал курьером, из-за безвыходности нарисовал карту желаний, просто нарисовал,
и взял с Москва-Сити журнала картинку ресторана, одного из самых крутых в Москве, самых дорогих, да? И через 3 месяца он там уже оказывается, в этом месте. То есть вот карта желаний условно так. Да. Буквально 3 месяца реализации. И уже хорошие доходы и прибыль. Да. Ну, более-менее. Отсюда все началось, так скажем. Давайте вкратце расскажу про нашу организацию. Мы консалтинговый центр Focus Pro, это консультационный центр для бизнеса. На самом деле в Якутии мало кто понимает, что такое консалтинг, но в развитых странах, в Америке, европейских странах и в Москве много больших консалтинговых организаций есть, но они в основном работают с большими организациями. И для малого бизнеса их цены недоступны. Поэтому мы решили основать консалтинговый центр именно для якутского малого бизнеса, чтобы малый бизнес Якутии мог наравне конкурировать с федеральными, с международными компаниями. И для этого мог эффективно управлять бизнес-процессами. Это управление персоналом, чтобы команда работала эффективно и мотивированно. Управление финансами, чтобы доходу всегда было больше, чем расходы, и прибыль росла. И управление маркетингом, чтобы ваша клиентура хотела покупать только у вас с минимальными скидками и нормальными ценами. То, чем мы занимаемся, консалтинг, улучшение бизнес-процессов для роста продаж. Если есть интерес, обращайтесь, будем общаться и сотрудничать. А сейчас у вас основной ассортимент — это какие товары? В основном одежда. Но в этом году мы планируем кухню, декор, там, домашнюю товар. Допустим, одежда больше женская, мужская, взрослая, детская? В основном женская. И больше дизайнерская или простая базовая? Или как там? Абсолютно базовая. Потому что мы не хотим, как базовая. Но это дизайнерское имеется в виду не такое, как бы навороченное какое-то блузка, да, которое из высокого фэшна. Нет, просто базовая блузка, которую можно одевать повседневно, возможно, в праздники, в офис там, и так далее. То, что гарантированно можно продавать. Да, который гарантированно можно и не сильно зависит от моды, от от настроения, да? Да. Ага. Вот у меня вопрос по ВБ в Wildberries, да? Сейчас всем понятно, что там огромные деньги, но кто-то думает, что уже поздно, туда-сюда, да, то есть слишком жесткая конкуренция, и все понимают, что там есть очень много и возможностей, и сейчас и трудностей. Вот с точки зрения предпринимателя, можно сказать, условно 3 ключевые действия, что нужно гарантированно уметь, либо делать, чтобы преуспеть на ВБ? На маркетплейсах? Да. Вообще самое главное – это сам продукт. Я всегда начинал с самого продукта. То есть я сначала изучал всех конкурентов, которые есть, и потом делал по УТПшкам, да, и по всем именно как-то нужно отличиться, да, и контентом, и предложением, и самим продуктом. А потом уже дело техники, уже делаешь контент, и потом все, запускаешь. В маркетплейс сам трафик тебе дает потом. Помимо трафика маркетплейсов, нужно ли дополнительно рекламироваться в других площадках или не обязательно? Естественно, нужно. Нужно, там это уже дело техники. Ты либо людей нанимаешь, которые знают, как внутри там сделать трафик. Да? Просто когда у тебя хороший продукт, там продавать не нужно, а продукт сам себя продает. Все понял. И гораздо легче двигаться. Можно и скопировать продукт, но ты тогда будешь, чем ты будешь отличаться. А вот смотри, сейчас много есть людей, которые реально думают, что на ВБ сейчас что-то запущу и буду, условно, да, раз в неделю нажимать кнопку и там миллионы условно зарабатывать, да? Но это действительно так, на самом деле. У многих же стараются это делать, но у них не получается, у многих реально. Если у тебя получается, ты сидишь и по одной кнопке можешь нажимать, и там будет продажа. Если у тебя продукт хороший. От чего зависит? Почему у некоторых получается, у некоторых нет? Все-таки. Кто-то пытается, а кто-то условно нажимает кнопку. Если сделать хороший продукт, опять-таки, и выделиться среди конкурентов и продуктом, и контентом, будет несложно. Чем ты можешь так отличиться, да, стаканом? Конечно, здесь уже очень много чего нужно уметь. И маркетинг, и контент, ключевые слова, и география складов. Очень много нужно учитывать. А когда ты идешь не по кровавому океану, а голубому, тогда да. Нужно ли все-таки каждый месяц что-то анализировать, изучать, ходить на выставки, или один раз сделать, и на 3 года это будет? 100% только начинаешь с анализа. Исключительно с анализов.
Ну, короче, многие вот именно эту часть умеют. Анализ, понимание рынка, трендов там, и так далее, да? Ага. Тупо пытаются там делать контент, либо вложения, и у них не получается, да? В Якутске примерно 20 тысяч предпринимателей, ну, плюс-минус. Из них примерно 2000 плюс-минус зарабатывают чистой прибыли, ну, как зарплата предпринимателей, больше 300 тысяч. Это, ну, прибыль бизнеса чуть больше, и они вот столько вытаскивают, это 300 тысяч. Из них примерно 500 зарабатывают больше миллиона в чистой прибыли. Это вот мы говорим по нашим данным, огромное количество предпринимателей через нас проходит, и, вот и примерно плюс-минус знаем, да? Потому что официальные данные говорят, что вообще их мало, кажется, ну а по факту примерно так. Те, кто зарабатывает больше 3 миллионов, их где-то 50, ну именно зарабатывают и на себя и так далее, да? И, к сожалению, в Якутске вот мы видим такой, ну не в тенденции, а вот ну, как базовая основа, да, что человек, когда доходит до 300 тысяч заработка личного, уже оскуян халар, ну, короче, в зону комфорта впадает. Потому что он уже условно зарабатывает в 3 раза больше, чем большинство. И потом одевает корону, ну, многие, да? А потом люди, которые уже путешествуют, там, обучаются и так далее, уже они хотят миллион. И вот самое плохое состояние в Якутии миллион условно. Ну, если жить в рамках Якутии. А потом, чтобы зарабатывать больше, реально бывает так, что во многих бизнес-нишах в Якутии сложно, потому что сам рынок маленький. И поэтому им нужно либо же находить другие рынки, либо несколько бизнесов открывать в Якутии, либо же ну, вообще выходить за рамки России, СНГ и мира, например. Да? Вот. И что ты посоветуешь таким людям, которые пришли к потолку развития, денег, оборота? Ну, что им нужно сделать ключевое, чтобы, ну, условно, зарабатывать чистыми 3 миллиона, 10 миллионов и более? Кстати, можно спросить, да сколько ты зарабатываешь чистыми на себя или секрет-то? Для понимания контекста. Это вообще сложный вопрос. Да? Ну, среднемесячно. Среднемесячно, да? Так, ну в этом году, наверное, 5 будет. 5 миллионов среднемесячно. Да, это и при том, что я вообще как бы не особо ничего не делаю. Вот, ну вот и условно есть предприниматель, который зарабатывает 300 тысяч либо миллион, но очень хочет 5 миллионов и более, например. Но что-то ему, короче, мешает, например, да? Вот что ему посоветуешь? Ну это зависит от желаний, амбиций. Вот и все. А как, если у человеку комфортно на 300 тысяч жить, и он выбирает этот путь, и ему вообще ну, за глаза хватает, окей. Но, допустим, чтобы ты понимал, чтобы жить в Москве и иметь хотя бы средний уровень, это от миллиона. То есть у меня вот в среднем миллион расходуется на, чтобы просто существовать в Москве. Да, существовать. Да. Потому что аренда 150, у тебя такси, а если у тебя нет машины, 150, это уже там 300, да? Вот уже 30% твоего бюджета, да? И без еды, без ничего. Да, и еще там погулять, вот миллион. Вот. А чтобы уже как путешествовать там и так далее, это тебе нужно там от 3 миллионов. Да, примерно. В прошлом году я примерно по 2,5 вытаскивал, да? И я чувствовал, что я чуть-чуть ущемляю себе. Вот. Ну, в следующем году я хочу на 10 выйти. Говорят, что если ты зарабатываешь там от 10 миллионов, ну, вот 10 миллионов в месяц, да, то ты можешь жить как любой богач. И можешь закрыть все потребности, так скажем. Но это зависит от потребностей, опять-таки. Для меня даже 10, мне кажется, что маловато будет. То есть я бы стремился там где-то, ну, в районе $1 миллиона, что ли, вот в среднем, по-хорошему. Тогда я вот спрошу такой вопрос. Было ли у тебя такое, что ты долгое время находился на каком-то потолке дохода? И был, вот в Инстаграме был. Я когда вот был в Инстаграме, ну, когда у нас Инстаграм-магазины были, мы там делали где-то... На себя я примерно, ну, 1,5 вот примерно вытаскивал, да? 1,5, и это был потолок. Это условно 3 года назад? Да, 3 года назад. То есть, если надо много, это нужно расширять штат, это нужно еще больше волокиты, ну, то есть, это сложно. Энергозатрат больше. Это очень сильно энергозатратно. Ну, я себе что говорил? Если у человека, у предпринимателя есть желание пробить этот стеклянный потолок, желательно не Якутск.
Потому что в Москве очень легко сделать эти деньги. Вот я сейчас, наверное, эти цифры говорю, 5 миллионов, например, да, вот в месяц или там 10. Для Якутска это типа, ну, это что-то многовато, как бы, да. А для Москвы это вообще это повседневный день. Как бы ребята, вот дети там по 22, по 21, они делают столько. То есть вот те люди, которые на патриарших прудах, это не культура, это настоящие люди, да, которые... Да, там вообще, там, не знаю, мне, например, обидно, когда я в свои 30-34, что я делаю пятерку, например. А вот ребята, которые по 23, по 22, они делают и 7, и 8 миллионов. Для Москвы это абсолютно как бы каждый день. Норма жизни. Да, норма жизни уже. А вот смотри, ну, допустим, условно и ты, и многие люди, да, находятся на каком-то потолке. И потом они что-то сделали, чтобы вырасти, да? Вот ты как считаешь, что было ключевое в твоей жизни, что после которого ты стал уже действовать по-другому, как думаешь? Вот? Ну, это для понимания, вот, что нужно делать другим, чтобы вот какую-то точку найти все-таки, чтобы думать уже смотри, по-другому? в Якутске мне было, например, сложно здесь как-то масштабироваться и делать, потому что рынок один и тот же, там 400 тысяч человек и все как бы. А в Москве это бесконечно. Я говорил тебе, что если ты работаешь в Якутске, ты работаешь в рамках Якутска, а если ты работаешь в Москве, ты работаешь в рамках России. Если ты работаешь там в США или там в Европе, например, да, ты уже работаешь на мир, так скажем. И просто ты в Якутске тратишь то же время, будешь тратить то же время, и ты также будешь тратить такое же время в Москве, но результат будет совсем разный. Да? Если бы я остался в Якутске и также работал, как херачил, да, как там и 3 года назад, и 2 года назад, у меня бы здесь таких результатов 100% не было бы. Еще уже нужно принять решение, ну, условно, в 3 года либо здесь, либо в Москве, либо же условно в другой нише, даже если в рамках. Да. Конкуренция в Якутске просто дичайшая. И якуты, они очень талантливые. Вообще во всем. 2 единорога, да, например, в Якутске на 400 тысяч человек. Ну, это же трешняк. Да? И мне кажется, якуты очень талантливые, и если они будут проявляться за пределы, у них 100% это будет получаться. А вот смотри, с точки зрения все-таки, ну, Москва, Россия, это же, ну, СНГ, большой рынок, большие деньги и большая конкуренция. И чтобы там преуспеть, все равно же есть свои трудности и так далее. Вот там что ключевое нужно уметь? У предпринимателей в Якутске, что я заметил, тут у них отличается продукт. То есть вот я говорил, что надо начинать с продукта. Если ты начнешь с продукта, это предложение, по сути, то, что ты предлагаешь рынку. Да? И если ты отличаешься, ты очень быстро там поднимешься. Да? Просто там чеки другие. Там в Москве, например. Вот, к примеру, я вот здесь был на Раде. Ну, то есть я там... Нарада Вилледж. Нарада Вилледж, например, да. Очень красивое место, прям у реки, да. Ресторан тоже красивое место. Вообще вот и дома тоже очень красивые. А был в Алмате, например. Там какая-то вилла была тоже. Посреди гор, в середине там озеро зеленого оттенка. Но именно вот дизайн самой виллы, ну, этих домиков, вернее, да, просто в 90-е. Ну, то есть, где здесь Нарада, а где здесь вот посреди этих гигантских гор и там вот этих озер, например. Можно же было сделать поэстетичнее. Но крутые дома стоят в Алмате, например, супер дорого. Там, по-моему, за сутки, сколько там было, 50 тысяч что-то в рублях. Вот. Это же супер дорого, 50, ну что за дела. Можно же крутые виллы сделать, ну, эти дома и, например, по хорошей цене арендовать, почему нет. Но здесь, например, даже нет никаких красот, и возле речки сделали такое. То есть это ты к тому, что условно на Раде нужно выходить в другие рынки, не Атаунду? Или же условно то, что якутяне очень хорошо делают продукт. Да. И это наше ключевое. Да. Ну вот эти вот якутская посуда, тот же камелек, например. Бренд тоже классный, там логотип все классно, и магазин внутри заходишь, эстетично приятно, и посуды, национальная посуда, да. А есть такое в Татарстане? Я что-то не припомню. Ну, а есть такое в Казахстане? Есть у них национальная какая-то посуда из керамики? Не знаю. Я не видел его, например. Классно. Тогда
Короче, ключевое отличие у тебя продукт и это масштабировать. Да. Ну, уметь масштабировать это маркетинг, управление командой. Да, ну вот маркетинг, управление командой и так далее, это со временем приходит. Когда у тебя, опять-таки, хорошее предложение, уже идут большие масштабные продажи, и чтобы тебе обработать эти продажи, уже, конечно же, сама команда уже потихо выстраивается. Как думаешь, обязательно ли партнерство, когда человек выходит на большие масштабы, или не обязательно, и что нужно для того, чтобы преуспеть в партнерстве? Ну, кому как. Да, ну мне, чтобы не занимать время, я мог и сам, конечно, изучить это, юридические вопросы, финансовые вопросы, но всесторонне быть развитым, ну, это сложно, долго и дорого и так далее. Поэтому мне было легче найти сразу готового человека, который мог закрыть мои слабые стороны. Ну, я просто наблюдаю по многим твоим проектам, ты практически везде с партнерами же. Ага. Почему? Потому что я не хорош там во всех направлениях. Да. Я хорош в маркетинге, в продукте, в выборе продукта, да, и, возможно, в выборе людей. Вот. Например, если есть люди, которые лучше меня разбираются, дизайнеры, например, да, и они очень крутые продукты делают. Я не могу, как они сделать, но я могу их взять в партнерство, да, предложить ему какой-то опцион и вместе с ним работать. И для него строить инфраструктуру. И, как правило, люди продукты, они иногда не умеют продавать. А я умею. Например, вот в Якутске я взял 2 человек как тест. Нашел, значит, одних ребят. Они сделали очень крутой продукт. Очень крутой. Я вот смотрю, кайфую. Но в силу того, что они сами делают этот продукт, надо работать над этим. Можно же разместить на производство в Китае. Да? И сделать в массу. Но они не умеют. Они просто как бы сделали очень крутой продукт и работают над этим. Ну, все-таки про партнерство, мне кажется, это для многих больная тема. Допустим, многие партнерства с друзьями, там, с мужем, с женой, с родственниками, ну, либо вообще с другими людьми, но у них почему-то не получается. Ну, реально, вот у многих я наблюдаю такие трудности, да? Ну, вот как думаешь, что ключевое, чтобы партнерство было успешным? Просто у тебя же это получается, ну, плюс-минус нормально, ну, если со стороны видеть. Наверное, это когда вы закрываете, ну, совмещаетесь, да, в работе и закрываете свои слабые стороны, да, ну, как у меня, например, вот, и работаете хорошо с энергией, тогда, ну, мне кажется, это хорошая работа пойдет. Про команду. У вас, получается, за 3 года с нуля сейчас команда 100 человек. Реально это очень быстро. Даже, наверное, основное время было не за 3 года, а за 1,5-2 года же, да? Ну вот, основной сбор костяка. Это, ну, реально очень круто. Вот какие ключевые действия помогают строить такую команду в топов? Вот ты говорил свои секреты, что нужно сразу, допустим, нанимать крутых и так далее, да? Вот расскажи фишки, секреты. Ну, мы берем сразу очень крутых специалистов. В первое время мы за это очень дорого платим. Потому что как бы его опыт в стадии становления. У нас был бардак с финансами. Операций стало так много, что расходов, каждый день огромное количество, и контролировать это стало тяжело. Да, и нам нужен был финансовый директор, который нам построит вот отдел, финансовый отдел. Да. И мы пригласили уже с компании с миллиардным оборотом, там 2-3 миллиарда у них, по-моему, было, финансового директора. Мы ему предложили больше зарплаты, да, чем там, где он сейчас работает, некий опцион. Вот. Плюс ему было скучно там работать. Как правило, большие крутые специалисты, да, там, им скучно работать. Ну, то есть становится скучно. Каждый день одно и то же, как из сурка. И они хотят каких-то приключений. Да. И мы сначала его взяли на 0,5 ставки, а потом уже полностью. Постепенно стали. Да, постепенно. Когда ты сразу берешь, ну, это тяжеловато. И, кстати, у нас был тоже сотрудник с Валбриза. У Валбриза, оказывается, были собственные бренда, когда они только начинали. И курировал по техническим и конструкторским направлениям один специалист. И мы его оттуда схантили. Тоже опять на 0,5 ставки. На 0,5 ставки, когда ты берешь, это максимально комфортно для обеих сторон. Во-первых, с нашей стороны, когда мы не сразу там большие деньги оплачиваем, да, а там половину, он смотрит на нас, мы на него смотрим. И когда уже мы
чувствуем с обеих сторон комфортность, мы полностью уже берем. Получается, И вот эти вот же люди, они уже под себя строят команду внутри нашей компании. вот я вспомнил наш разговор. Получается, ты говорил, нету смысла там, допустим, для большой компании нанимать там 5-10 финансистов. Лучше нанять одного крутого, Да. который под себя уже построит команду. И, возможно, даже он переманится с других. Да, потому что когда крутые специалисты приходят, они уже приходят со своей командой или со своими знакомствами. То есть он же варится там в финансовом направлении, варился, да? И этот же человек, он и привлекал инвестиции. Вот финансовые. Даже Да, даже. Ну, потому что крутые финансовые директора, они всегда имеют ряд окружений, правильных окружений. И вот расскажи, вот, что было до, и за какое время этот финансовый директор быстро все упорядочил? Ну, ему понадобилось... Он не верил вообще Он говорил, что такой рост однозначно невозможен, да, и я не верю в это. И он, 2 человек взял. Я говорю, вот, Ренат, смотри, сейчас в декабре будет выручка 100 миллионов. Вот я тебе гарантирую. А у нас в то время, знаешь, миллионов, наверное, 30, что ли, было, то ли 40. Говорит, в 2 раза за 1 месяц. Ну, маловероятно. Бух, в ноябре 85 миллионов, декабрь, значит, там 100 с чем-то с лишним, миллионов. У него глаза такие, у него ничего не подготовлено, никакая инфраструктура, у меня все по чертям ушло вообще. Мы там потеряли где-то 20 миллионов, то есть, 20 миллионов они были у нас, но непонятно в каких местах. То есть там вообще было жестко. И он начал уже строить под себя вот эту большую команду. Поняв, что там реально такой рост реально возможен. А вот сейчас для понимания объясни, вот у таких людей зарплата какая примерно? Сначала было 200 на 0,5 ставки, а когда вышел 400 тысяч. Ну, допустим, есть предприниматель, у которого классный продукт, и он привык в Якутске или в другом регионе, да, работать со средними руководителями. Уже есть понимание, как масштабироваться, но он боится, например, нанимать таких топов, потому что это же все равно для кого-то риски, для кого-то там. Оплатили 400 тысяч, а вдруг не сработается, да? Вот на этапе поиска, найма, собеседования, что нужно спрашивать, либо иметь, чтобы сразу понимать, этот человек сделает результат или не сделает? Ну, смотри, я когда брал финансового, да, мы делали, я уже не помню, как мы даже нанимали, да, но мы лично встречались с ним, и вообще со всеми топ-менеджерами я лично встречаюсь, с ИСой. Сначала со мной обычно я зажигаю, я же умею продавать, да, и я даже продаю нас как компанию. Делаю экскурсию, рассказываю о наших целях, там, стремлениях и так далее. Хантим, в общем. Да, и они тоже зажигаются. Потом уже идут к ИСе, а ИСа, он такой более структурный. Он уже рассказывает там, уже по этапам, как будет идти переход и так далее. А так, желательно делать так. Я вот когда нанимал маркетолога, да, я нашел крутого специалиста и ему заплатил, чтобы он пособеседовал ряд маркетологов. И они друг другом уже делают собеседование. Как с друг другом. Он нанимает, получается. И он мне дает уже рекомендации. Вот этот человек, он руководитель, строитель. В принципе, компетенций достаточно, хватает, и вам подойдет. Да, делать какие-то рекомендации. И после только этого мы уже садимся с HR и вместе собеседуем. Допустим, есть предприниматель, или ты, да, который уже зарабатывает чистыми 5 миллионов в месяц, зарабатываете не выручка, не прибыль, организация вытаскивает на себя влади. Только на себя. Вот. А что дальше деньги? Потому что у многих, если ставится финансовая цель, человек это сделал, но дальше же нужно тоже уже, наверное, конечно, финансовые цели нужны, но больше нужно что-то нематериальное и так далее, например, да? Вот у тебя сейчас какие цели на дальнейшие 3, 5, 10 лет, и что тебе зажигает сейчас? Вообще, в самый конец и давай за 50, например, да, и что там будет? Давай и то, и другое. И то, и другое, да. Но самое ближайшее — это 10 плюсом рублей. До конца года я должен сделать такие направления, бизнес-направления, да, которые будут приносить лично плюс 10. Да? Вот. Миллионов в месяц. Потом планирую в IT уйти.
IT-чагр, потому что это не имеет никаких, что-то не связанное с оффлайном. Понял. Да, что-то такое, короче. В общем, И там, где не нужно товарных вложений, да, да, там, производства. да, вот таких, чтобы вещей не было. Чтобы сразу быстро. Да. Хотелось бы купить готовую команду уже с IT каким-то платформой, решением, и просто влиться туда, масштабировать и, не знаю, там, на весь мир, например, уже. А условно рекомендовать своим продуктовым мышлением и маркетингом. Да, и чтобы... Потому что чаще всего айтишники не бывают предпринимателями. Да? Или они... Круто, когда это смесь и предприниматель, и айтишник. Да? Или из предпринимательства ушел в IT. Вот такая смесь. Но чаще всего это обычно не так. Вот, по моим наблюдениям. После вообще круто, когда если там и третий, не знаю, или четвертый единорог по Якутии. Крутая тема, да? А потом, когда уже за старость, там, за 50, там, не знаю, за 60 лет, уже, наверное, весь заработанный кэш, часть оставить на семью, а часть уже там вернуть обратно. Республики. Да? Меня, например, вдохновляет. Там был в Америке, магнат, да, и этот чувак, он построил школы, построил библиотеки, построил еще какие-то здания именно для населения. Я бы вот в таком формате бы сделал. Вот. А так, я хочу тоже видеть. Химбир хочется связать будущее с Якутией. Да. Я просто думал, что ты уже давно перерос рамки Якутии и России, уже думаешь, на весь мир. Химбир хочешь что-то, чтобы здесь было, чем-то вкладываться. С Хавулом. Вот, круто. Круто. Хорошо. И под конец хочу поблагодарить Максима. Для меня и для многих наших друзей, общих друзей, ты являешься большим примером, потому что за 3 года так вырасти. Каждый из нас там, из друзей, которые вчера общались, хочет так же быстро вырасти. Что-то не получается, да? Максим Крембер, Хаир, короче. Мотивация номер. Сахнати. За республику, давайте за республику. Да, блин. Короче, очень классно, что есть такие люди вообще есть, и они мотивируются своим примером, советами, наставлениями. И хочу сказать, помнишь, мы общались, что чуть-чуть теряется мотивация и так далее. Я хочу, чтобы ты понимал, что многие за тобой следят. Или у многих, пример был. Эн тоннахана, альбах какие-то стоят. Эн дальше эн альбах джонури стекисканы, вам баранехтары. Если ты будешь развиваться, реально в Якутии, кажется, что связи нету, но реально Бәки дальше хайдан бәргаден көршем лохнарлахпин. Вот Олин хочу подсказать, хочу, чтобы в тостовадын кына дальше хайданис, дальше кепсянис, YouTube подкасттарга угулданис, онна сагарин умнума, дальше кепсяника. Магазин одежды – это очень конкурентный рынок. Самый первый закуп – это мы сделали с мужем. Тогда мы начинали именно с брендовых, как Байер. За 8 месяцев реально выросли от 20 до 120 квадратов. Надя пришла на обучение, уже в 2 раза выросли. Как это 2 раза? Джулус! Да, у тебя же было 300, как это 700? Сфера одежды в Якутске примерно 1,5 миллиарда крутится. Да, это был конец. Резко там пандемия, резко доллар, резко что-то. Была бы я мужиком, я бы по-другому действовала. Вижу цель, не вижу преграды.